В редакцию нашего филиала в Ленске обратились предприниматели с просьбой выяснить, с чем связано значительное повышение платы за аренду земли. В проблеме разбиралась Марина Шмидт. Все мы знаем, что за использование земли надо платить либо арендную плату, либо земельный налог. Так вот, начнем с того, что арендная плата за земельные участки рассчитывается исходя из кадастровой стоимости за земельный участок и ставки арендной платы. В ноябре 2013 года постановлением правительства Республики Саха-Якутия кадастровая стоимость была значительно увеличена. Если квадратный метр в Якутске стоит 1, будем сказать, единица, то по Ленскому району, независимо где, она стала стоить 0,8. Все, и потому у нас стоимость участков у предпринимателей, в общем, везде увеличилась в разы. По некоторым участкам до 10 раз. И вот потому многие наши предприниматели стали отказываться от участков или сокращать свои участки, потому что платить такую арендную плату, естественно, невозможно. Так вот, в связи с тем, что произошло увеличение кадастровой стоимости земельных участков, резко увеличилась арендная плата за земельные участки. Чтобы предприниматели не отказывались от земельных участков и развития своего бизнеса, Владимир Тимошенко рассказал нам, какие меры он предпринимает как депутат районного совета. Мы всегда отстаиваем эту позицию людей, предпринимателей, да и администрация наша тоже, она не стала слепо принять вот это решение. Стали искать какие-то решения для того, чтобы как-то снизить бремя арендной платы. Чтобы подтвердить данную информацию, мы обратились в Комитет имущественных отношений. Рассматриваются варианты по введению льгот для предпринимателей, юридических лиц. Но окончательное решение не принято, поэтому хотелось бы, чтобы индивидуальные предприниматели, юридические лица также в этом поучаствовали, высказали свои предложения на имя главы района в письменном виде. Мы это учтем при формировании проекта решения по введению льгот. Также, по словам исполняющего обязанности председателя Комитета имущественных отношений Александра Бутакова, есть и положительные моменты повышения платы за аренду земли. К нам уже стали поступать заявления от предпринимателей, которые отказываются от своих земель, так как они ими не использовались на протяжении нескольких лет. Они сейчас начинают от них отказываться. Соответственно, плюс этому то, что все-таки освобождаются земельные участки, которые могут быть в дальнейшем перераспределены и использоваться уже другими предпринимателями по назначению. Марина Шмидт, Александр Захария, НВК Саха, Ленск.